Я всех приветствую. Давай сегодня посмотрим твою ситуацию с мужчиной, узнаем, что он чувствует к тебе на данный момент. Начинаем с просмотра вашей ситуации на сегодняшний момент. Если не подходит, переворачивай видео, переходи к следующему. Итак, ваша ситуация сейчас. Есть конфликт, есть конфликтная ситуация между вами, есть момент соперничества, есть момент как будто бы он не прав, как будто бы мужчина себя ведет так, что он не прав, что он неправильно поступает по отношению к тебе. Ты уже отдаляешься от него, то есть ты уже приняла решение, что этот мужчина не подходит, или отношения с ним не подходят тебе на данный момент. Давай посмотрим, как он раскроет себя. Этот мужчина принял решение, что ты в его жизни будешь существовать в любой роли. Неважно, жена ты, любовница, девушка. Этот мужчина считает, что без тебя в его жизни будет большой пробел. Что это место, если ты от него уйдешь, если ты решишь закончить эти отношения, он все равно будет тебя помнить, он все равно тебя не забудет, потому что выходит у нас карта императрица. Но при всем при этом мужчина либо что-то скрывает, либо создал такую ситуацию, что тебе непонятно в данный момент, что между вами происходит. Возможно, он не делает предложения, либо не переходит к каким-то серьезным шагам, которых ты от него ждешь. При этом он занимает позицию нерешаемую, не решающую какие-то проблемы, не решающую ситуацию. То есть он занимает позицию стороннего наблюдателя, да, потому что у нас выходит карта дурака, карта, которая либо человек сумасбродный, либо человек неуверенный в себе, не знающий, что ему нужно от жизни, то есть такой неуверенный товарищ у нас сегодня. Давай посмотрим твое отношение к этой ситуации. Ты уже начинаешь закрываться, при том, что да, партнер тебе действительно интересен, действительно много общего, возможно, много общих интересов, много общих тем для разговоров, общие какие-то поездки, походы. Вы все время были вместе, возможно, очень долгое время, у вас был совместный быт, то есть здесь люди, которые прожили вместе уже какое-то время, либо какое-то время они встречались и были часто вместе, но тебе уже не так интересно, как раньше. У тебя уже идет момент отторжения, ты уже как будто бы отрекаешься от этого мужчины. Давай посмотрим еще подробнее его ощущения. У мужчины есть такой момент, действительно, что эгоистичность, да, момент, когда мужчина больше думает о себе в этих отношениях. Он не думает, как бы хорошо было бы с тобой. Он не думает о том, как хорошо было бы тебе. Он думает лишь о своих каких-то потребностях. Это не то, что он именно к тебе так относится. Это психотип, да, такого мужчины. И действительно, он знает, что это разрушает ваши отношения. Он понимает, что это рано или поздно может привести к краху. Кстати, надо уточнить, да, понимает ли он это. У него такая позиция. Он думает, что если он будет продолжать в том же духе, что у него как будто бы поведение альфа-самца, да. То есть он захотел, пришел, захотел, ушел. При этом он и тебя не отпускает, да. И его устраивает эта система ценностей, такая система отношений. Но ты бы хотела другого. Ты бы хотела большего внимания, большего, возможно, романтики какой-то, большего проявления и в финансовом вопросе, чтобы он, возможно, больше как-то помогал, больше уделял внимания, опять же, да. То есть у тебя уже идет позиция, что я сама могу, я сама себе и судья, и палач, то есть ты уже сама знаешь, что ты хочешь от жизни, ты уже понимаешь, что ты хочешь от отношений и от отношений с этим мужчиной. Да, эти отношения все-таки тянутся длительное время, и, возможно, у вас есть какие-то расставания периодически, у вас есть какие-то разрывы, да, то есть вы периодически расстаетесь, периодически вы не списываетесь, периодически происходит вспышка, и общение как будто бы испаряется, но при этом он появляется всегда в твоей жизни, то есть это мужчина, который как горох об стенку, да, то есть сколько ты его не кидай, он будет возвращаться, несмотря на то, что с вами происходит у вас в отношениях, несмотря на ваши какие-то поступки, несмотря на его отношение к вам, которое тоже может меняться, но этот мужчина всегда возвращается.
Вы можете даже быть сейчас в отношениях с другим, вы даже можете быть сейчас не с ним, опять же, да, но он появляется, он написывает, он пытается как-то оказать внимание, он пытается проявиться и напомнить о себе. То есть это мужчина, который не потерпит того, чтобы его забывали. То есть ему именно важно и понятно, что ему важно вернуться к вам, ему понятно, что не хватает вас, но ему важно еще это внимание, а вы не даете ему это внимание, вы от него закрываетесь, вы говорите ему, что ж ты мой Иванушка, дурачок, да, что ж ты так себя ведешь, я это не принимаю, я ухожу, больше меня не ищи. Но этот мужчина не реагирует на такого рода предложения, на такие слова, он все равно будет проявляться, несмотря на какие-то условия, несмотря на какие-то ситуации извне. Да, в вашей жизни, в ваших отношениях, в вашем общении могли появляться третьи лица. Здесь могут как и мужчины у вас, да, то есть какие-то другие поклонники, как и у него какие-то поклонницы, подруги, коллеги. Но это не мешало, то есть это никогда не... Это да, это становилось камнем преткновения, это, возможно, становилось какой-то болью для обоих. Но для мужчины это даже соревновательный момент. Это даже соревновательный момент. Доказать, что он лучше, что он краше, богаче, успешнее, либо интересней, да, у кого как выпадает. То есть для мужчины это соревновательный момент. Ему нравится, что вы яркая, что вы успешная, что вы нравитесь, что вы притягиваете к себе внимание. Мужчина это ценит. Давайте посмотрим, как вы относитесь к его каким-то проявлениям, увлечениям, если они были. Конечно, я напоминаю, что расклад общий, может у всех по-разному проигрываться. Конечно же, у вас отношения двойственные. То есть, да, вам тоже это интересно. Вы понимаете, что если мужчина что-то стоит, если мужчина интересный, если мужчина успешный, на него всегда будет много внимания. То есть тут идет вот эта линия, да, то, что мужчина интересен и другим женщинам. Но вас это не устраивает. Вас это не устраивает. Вы хотите стабильности, вы хотите серьезных отношений, вы хотите семьи. Да, он интересный мужчина, да, он важный, он эгоистичный, но хочется его подчинить себе, хочется, да, то есть тут идет все-таки такая линия от женщины. Давайте посмотрим, что еще было в ваших отношениях. Вы знаете, мужчина все-таки видит вас как женщину-пример, да, то есть, опять же, как я говорила, несмотря на то, что там могли появляться другие какие-то личности в его жизни. Это могут быть, кстати, и бывшие. То есть это не обязательно, что у мужчины были параллельно отношения с вами и еще с какими-то, да, людьми. То есть это могут и бывшие проявляться, это могут какие-то женщины из его прошлой жизни, или, возможно, которые просто рядом с ним проходят, да, по линии жизни. Это может быть даже и мать, у кого-то там сестра, то есть это женщины, которые рядом с ним. Но он имеет такой, знаете, элемент сравнения, то есть он вас сравнивает с другими, и вы всегда в этом сравнении выигрываете. То есть вы всегда идете впереди всех. Вы для него как женщина идеал, да, как женщина, которой надо стремиться каждой. То есть вы для него действительно особенная девочка. И он понимает, опять же, что несмотря на то, как дальше будет складываться ваше общение, несмотря на то, будете ли вы общаться дальше или нет, он знает, что ситуация будет повторяться, и все равно он будет возникать в вашей жизни. Вот такой тут идет мужчина, да, у нас. Так. Да, у него есть такой момент, который и вас не устраивает, и который действительно отталкивает от него, да, то есть вы уже сомневаетесь, нужны ли вам эти отношения, потому что мужчина себя ведет по-детски, мужчина не берет ответственность, мужчина ведет себя как ребенок. Да, с ним, возможно, интересно, он, возможно, очень увлекательный, привлекательный, но вы хотите большего. Вы хотите стабильности, вы хотите развития отношений, чтобы они развивались не так, как сейчас или раньше в прошлом, да, вы хотите какой-то другой плоскости, вы хотите изменений, вы хотите стабильности и изменений к лучшему. Как мужчина к вам относится? Мужчина как будто бы чувствует, что у вас двойственное к нему отношение, то есть вы из-за него, вы и хотите, чтобы он был рядом,
но при этом наедине с собой, наедине, возможно, перед сном, когда вы ложитесь спать, возможно, когда вы находитесь в одиночестве, вы медитируете, думаете о чем-то своем, вы задумываетесь, и вы про себя понимаете, что это как будто бы не он. Что это как будто бы не он ваша судьба, как будто не тот мужчина, который вам нужен хотя бы на данный момент, да, вот мы так посмотрим сейчас. И вы понимаете, что даже если вы останетесь с ним, эта ситуация, которая вас волнует, она, скорее всего, не решится, да, то есть мы сейчас еще посмотрим, но эта ситуация будет мучить вас, этот вопрос, это ожидание бесконечное, невыполненность обещаний от него, как будто бы не случается та ситуация, которую вы ждете. Опять же, кто-то ждет предложения, кто-то ждет, возможно, что мужчина скажет: я хочу от тебя ребенка, кто-то ждет, что давай мы купим новый дом, построим, заживем другой жизнью, съедем в другую страну или в другой город, да, то есть у кого есть такие желания, они есть действительно у многих, тут идет все-таки ощущение, что как будто бы мужчина не дает то, что вы хотите, понимаете? Давайте посмотрим его чувства к вам, его ощущения, как он дальше видит эти отношения и как он видит вас. Он понимает, что вы действительно яркая, интересная женщина, он понимает, что из-за его какой-то нерешительности, из-за его каких-то недостатка, каких-то способностей дать того, что вы хотите, он понимает, что вы можете выбрать другого. Он понимает, что такого типа женщина, как вы, может перейти в другие отношения и, возможно, даже общаться параллельно, да. Но, опять же, это не у всех проявится. Он понимает, что он не дотягивает, и из-за этого он злится, из-за этого идут конфликты, из-за этого он что-то тоже начинает скрывать, тоже делать что-то, что вы не знаете, какие-то тайны, то есть он многое не договаривает, потому что идет уже агрессия, да, на вас, идет ощущение, что он вас не вытягивает ни морально, ни физически, ни материально, и мужчина злится. Он злится, потому что он действительно хотел бы быть главным в вашей жизни, потому что, напоминаю, вы все-таки главная женщина для него. И все-таки как дальше будут развиваться отношения? Мужчина все равно не будет отпускать. Да, мужчина не будет меняться, мужчина не будет делать так, как вы желаете, как вы хотите. Он не пойдет у вас на поводу, потому что мужчина уже состоялся как личность, да, то есть его уже не изменить. Это все-таки мужчина постарше, обычно такого плана мужчина, который уже многое пережил. То есть, чтобы его изменить, должны произойти какие-то, ну, просто вау-события, да. Давайте, кстати, посмотрим, сможете ли вы все-таки его поменять. Потому что мужчина меняться не хочет, да, изначально. Но у вас есть та сила, да, вот опять же я говорила, здесь королева жезлов — это женщина, которая может многое действительно сделать и как-то повлиять на ситуацию. Он понимает, что он зависим от вас. И в этом ваш главный козырь, понимаете? То есть эта зависимость, которая его с вами связывает, на ней очень можно хорошо сыграть, да, можно так сказать. То есть мужчина будет рядом, мужчина не захочет расставаться, не захочет оставлять эту историю, не захочет закрывать эту ситуацию, потому что он понимает, что в другом месте его не ждут, что в другом месте он не сможет получить тех эмоций, той любви, той ласки и так далее, да, что получает с вами. Так, на сегодня, я думаю, буду заканчивать. А по личной консультации обращаемся по номеру в комментариях, пишем на WhatsApp.